В России прислушались и начали уважать Таджикистан. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как ситуация в мире изменила нашу реальность и в лучшую ли для таджиков сторону. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Московская биржа планирует с 31 октября начать торги валютными парами таджикский самани, российский рубль и кыргызский сом, российский рубль, сообщает Интерфакс и ТАСС со ссылкой на пресс-релиз биржи. В нем отмечается, что биржевые торги новыми валютными парами расширяют возможности прямой конвертации для банков, брокеров и их клиентов, физических и юридических лиц, в том числе участников внешнеэкономической деятельности, являются важным инфраструктурным элементом для развития расчетов в национальных валютах между Россией, Кыргызстаном и Таджикистаном. Раньше такие торги проводились с национальными валютами других постсоветских стран, и на сегодняшний день на этой бирже осуществляются торги с 16 валютными парами. Чиновники и эксперты в Таджикистане говорят, что такие торги в первую очередь отвечают интересам участников рынка из Таджикистана. Министр финансов Таджикистана Файзиддин Кахарзада в телефонной беседе сказал: «Везде есть возможность развивать финансовое сотрудничество и товарооборот. Это на благо страны и, конечно, хорошие новости». Кахарзада сообщил, что в системе внешних расчетов Таджикистана в основном используются такие валюты, как доллар США, европейский евро или китайский юань. Объясняя, как национальная валюта Таджикистана используется на валютном рынке, министр сказал: «Речь идет о том, что валюты, которые используются на том рынке, служат инструментом для облегчения финансовых операций, и поэтому использование валюты одной страны в другой стране облегчит их прямую конвертацию. Например, если лица подписывают договоры о внешнеэкономической деятельности, то есть установленный порядок заключения таких договоров, в которых в нескольких специально выделенных пунктах указывается валюта для расчетов. И когда эта деятельность начинается, то используется именно та валюта, которая указана в договоре». Как вы относитесь к такому шансу для Таджикистана? Как вы думаете, это хорошая новость для нас? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По мнению экономического аналитика Нуриддина Каюмова, прямые торги в паре с таджикской самани и российский рубль без необходимости их конвертации в другую валюту будут выгодны тем, кто занимается этим бизнесом в Таджикистане. Он объяснил это беспрецедентное решение для Таджикистана с санкциями Запада в отношении России после ее военного вторжения в Украину. Другие аналитики говорят, что такое решение преследует долгосрочные политические и экономические цели. Если с одной стороны преследуется цель как-то задобрить партнеров из Центральной Азии, пострадавших от косвенного воздействия западных санкций на национальную экономику стран, зависимых от российской экономики, то, с другой стороны, решение направлено на снижение зависимости этих стран от доллара США и китайского юаня, важного экономического и торгового партнера этих стран. Еще одной из причин такого решения, по мнению некоторых аналитиков, является попытка усилить зависимость экономик стран Центральной Азии от рубля и российского рынка. В соседнем Кыргызстане эксперты считают, что новость об открытии валютной пары рубль-сом действительно хорошая, особенно для банковского сектора. Однако практических изменений на внутреннем валютном рынке она, скорее всего, не вовлечет. Политолог Денис Бердаков заявил в сентябре: новость хорошая сама по себе, но, скорее всего, практического значения она иметь не будет. Первый вопрос, который появляется: какие предприятия обеспечат спрос на сомы? В первую очередь речь может идти о поставщиках кыргызской продукции, например, швейной. Если мы говорим о биржевых сделках, то речь идет о крупных суммах в безналичной валюте. То есть это серьезные компании, которые работают открыто через корреспондентские счета и полностью оплачивают налоги, так как такие крупные операции сразу видно. В Кыргызстане, по его словам, пока таких компаний немного, чтобы обеспечить объем спроса, который мог бы повлиять на формирование реального курса сома. Как вы думаете, это как-то связано с тем, что Россия пытается сблизиться с странами Центральной Азии? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.